Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Я Кутюрье». Добрый день, в эфире «Город женщин». С вами Юлия Федорова и Юлиана Ким. Здравствуйте. Как вы видите, сегодня с нами нет Саргаланы Аммосовой, ведущей постоянной рубрики «Полезный Инстаграм». Все дело в том, что когда-то, выбрав очень интересную профессию SMM-менеджера, она постоянно повышает свою квалификацию. И сегодня она как раз находится на курсах, сразу после которых она с нами поделится новыми знаниями. А сегодня так символично совпало, что мы будем говорить об интересных профессиях. Любой выбор – это трудно. Когда речь идет о выборе профессии, с которой вы хотите связать всю свою жизнь, выбор становится еще тяжелее, но его надо принять. Этим вопросом интересуются не только выпускники школ, но и взрослые. Они ищут разные способы, как развить в себе самостоятельные способности, собственные способности и умения. Сегодня мы пригласили очень интересных гостей. Это бизнесмена, который прошел путь от швейцара до руководителя, арт-директора ночного клуба и косметолога-эстетиста. Чуть больше месяца осталось до Нового года. Многие уже начинают покупать подарки, кто-то готовит подарки своими руками. А наша очаровательная Юлиана Ким знает, как из любого банального подарка сделать шедевр. Сегодня мы начнем цикл передач, посвященных Новому году, где я буду рассказывать, какие поделки можно сделать своими руками, а также как украсить свой дом. Сегодня я приготовила для вас поделку. Мы делать будем вкусный шоколадный подарок в виде ананаса. Для этого нам понадобится бутылка с напитком, шоколадные конфеты, ножницы, плотная бумага. Это может быть фетр, гофрированная бумага или же фоамиран, а также шпагат и клей-пистолет. Для того, чтобы сделать бутылку в виде ананаса, мы первым делом начнем из плотной бумаги вырезать листики разных размеров в произвольном порядке. Таким вот образом. Вам нужно будет вырезать их. Для основания мы сделаем маленькие листики. Внизу приклеим листики подлиннее. Вот таким вот образом у нас должны получиться большие и маленькие листики. С помощью фломастера мы придадим нашим листикам форму. Таким вот образом будем закручивать. Вот этот материал, он хорош тем, что он быстро принимает форму. У нас получаются вот такие вот листики. Я приготовила заготовочки. Сейчас начну приклеивать их внахлёст с помощью клея-пистолета. Начнем с маленьких. Таким вот образом мы должны приклеить на нашу бутылку листики. Юля, это что за бумага такая красивая? Это фоамиран. Как? Фоамиран. Из такой бумаги делают заколочки в виде цветочков, наверное, видела? Ободки. Очень красиво смотрится. Это очень такой хороший материал, который легко принимает любую форму. Он плотный, да? Да, он плотный. Ты можешь Можно подойти мне посмотреть. посмотреть? Таким вот образом. И клей-пистолет, он быстро очень приклеивает, схватывает буквально. Она такая, как поролон, да? Да. Мягенько. Сейчас мы закончим делать верхушку, перейдем к низу и потом приступим приклеивать наши конфеты. Думаю, бутылку можно взять вообще любую, да? Да, любую бутылку. А Главное, конфеты? чтобы по форме она напоминала конфеты? ананас. Конфеты я выбрала Ferrero Rocher, потому что они мне больше нравятся. Но вы можете выбрать другие конфеты. Главное, чтобы упаковка была золотистая или желтая. Ну, можно же и замотать отдельно конфеты. Тоже в золотую упаковочку.
любые? Да, можно, любые но вкусные? это будет очень долго. Лучше купить готовые. Вот мы верхушку приклеили. Сейчас мы приклеиваем низ. Для этого мы берем подлиннее листики. Таким вот образом. У тебя всегда ловко все получается. Спасибо. Потом мы сейчас в конце обмотаем шпагатом для красоты, чтобы она нам напоминала настоящий ананас. Юль, а ты уже начала готовить подарки на Новый год? Если честно, нет. Но я об этом думаю уже с октября месяца, что нужно в этом году все заранее подготовить, всем купить. Но я придумала, кому что буду дарить, но еще пока не покупала. И я смотрю на твои вот поделки все время и думаю, может быть, в этом году мне начать делать подарки своими руками. Да, конечно. Во-первых, вы подарите подарки, сделанные с душой, а во-вторых, потратите как можно меньше денег. Вот так вот. Я думаю, этого достаточно. Получается. Мне нужна будет твоя помощь. Давай. Вот, подержи, пожалуйста, здесь. Я сейчас все это шпагатиком обмотаю в произвольном порядке. Вот так. Сначала мы завяжем узелочек. Так. Ну, остальное я потом обмотаю. Сейчас я покажу, как мы будем приклеивать конфеты. Конфеты вот так вот снизу начинаем. Так. Вот таким вот образом. А почему снизу? Снизу для того, чтобы было равномерно и ровно. Будем делать слоями, рядами, чтобы у нас красиво было. А если мы начнем сверху, мы можем неожиданно закончить не в том месте, в котором хотелось бы. Тогда низ будет неровным, да? Да. Здесь можно уже как-то это... А потом мы там уже подрегулируем, как у нас получится. Угу. Так, на эту бутылку уходит у нас 2 коробки, да? Да, где-то 50 штук конфет. Сейчас вот я все это по ходу передачи буду приклеивать, а результат покажу в конце передачи. Как красиво. Ты любишь сладкие подарки? Да, я люблю сладкие подарки. Я сразу вспоминаю детство, как в садике нам дарили в школе сладкие подарки. Да, мы вот тоже в этом году в классе у ребенка думали, какие подарки дарить. Кто-то родители хотели развивающие игрушки, там книжки или еще что-то. Но пришли к тому, что будем дарить сладкие все-таки. Это уже традиция. Да. Детишки все ждут. Ну, пока ты тут делаешь, сегодня я приглашу в студию гостью, очаровательную девушку, которая нам расскажет, как остаться красивой и ухоженной в любом возрасте. Итак, знакомьтесь, Айхана Данилова, косметолог, визажист, эстетист. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Айхана. Профессия косметолога предполагает доброжелательность, да, аккуратность, чтобы была хорошая мелкая моторика, постоянное повышение квалификации. Почему вы выбрали эту профессию делом своей жизни? Я раньше работала визажистом, да, я видела, когда наносила декоративную косметику, да, я видела, что очень много женщин, да, страдают из-за дефектов своей кожи, им хочется выглядеть красиво, но, как понимаете, макияж – это только временный эффект. Им очень хотелось, да, постоянно выглядеть красиво, чтобы у них было свежее, подтянутое лицо, да, сияющая кожа, увлажненная. И у меня появилось огромное желание, да, обучиться, донести информацию. Есть еще, существует еще косметология, да, не инъекционная, не без хирургических вмешательств. Можно уходовыми средствами в домашних условиях довести состояние кожи До идеального. до идеального состояния кожи, да. Представьте себе молодую девушку, да, у которой нет никаких проблем с кожей, она молода, свежа, красива. Ей нужно ухаживать как-то за своей кожей? Да, это обязательно в порядке. Да. Видите, у нас такая экология, да, что неправильное питание, плохая экология, все равно это отражается на нашем внешнем виде, поэтому необходимо каждый день проводить процедуры чистки, там, это умывание, тонизирование, нанесение крема утром и вечером. Это обязательно в порядке. Вне зависимости от возраста? Нет, независимо от возраста, эту процедуру мы должны выполнять. Да, чем раньше мы это начнем, тем дольше у нас будет кожа выглядеть моложе и здоровее. Айхана, скажите, пожалуйста,
Вот чтобы быть косметологом, обязательно ли иметь медицинское образование? А вообще существует, да, наличие медицинского образования, да, необходимо только в том случае, если вы проводите инъекционные процедуры, да, или какие-то хирургические вмешательства, чтобы проводить профессиональный, да, уход. Вам не обязательно наличие медицинского образования, вам нужно только пройти специальные курсы для косметологов, да, но это очень важно, да, чтобы проводить определенные курсы. А с какого возраста нужно приходить к косметологу? К косметологу можно приходить уже с подросткового возраста. Это в наше время я начала замечать, что у девочек с 12, да, до 14 лет начинается вот формироваться кожа, да, вот, которая в следующем останется на всю жизнь. И у мальчиков с 13 до 15 лет уже надо, да, начать ухаживать за кожей в домашних условиях. Это обязательно. И мальчикам тоже? И мальчикам тоже обязательно. Видели, да, у нас очень много мальчиков, которые с уже воспаленной кожей. Это из-за того, что они неправильно ухаживают за своей кожей в домашних условиях. Да, это, скорее всего, на заметку родителям, да, что нельзя мыть мылом лицо, ни в коем случае. А чем надо? Это, Специальным гелем? да, специальные гели существуют, да, именно без содержания мыла. Это очень важно. Мыло сушит, да? Мыло сушит, да, наоборот. Вот когда кожа молодая, она очень жирная, да, сальная железа активно работает, кожа обновляется часто, поэтому, когда вы пытаетесь подсушить вот этот жирный блеск мылом, на самом деле вы делаете состояние вашей кожи еще хуже, кожа реагирует, да, вот, наоборот, на агрессивное действие мыла, начинает активно вырабатывать больше сала. И Наоборот, да? Да. Нельзя вот умываться просто водой, допустим, мальчикам? просто, ну, представляете, целый день все равно на жирную кожу, да, садится пыль, грязь. То, что мы кушаем, все выходит это через поры, через жир, все равно ее в обязательном порядке надо умывать. Да, вот глубокое очищение обязательно должно присутствовать. И очень важно после очищения, да, наносить тоник, это тонизирование кожи. Она после глубокого очищения, да, восстанавливает кожу, выравнивает pH-баланс. А вот домашний уход для женщины какой? Вот она пришла с работы, должна сразу умыться, да? Да, пришла с работы, если женщина пользуется декоративной косметикой, это обязательно нужен демакияж, да, поверхностное снятие той декоративной косметики, потом уже глубокое очищение. Айхана, мы продолжим чуть позже. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим разговор. Вы смотрите «Город женщин». Я напоминаю, что мы говорим об интересных профессиях. У нас в гостях Айхана Данилова, косметолог-эстетист. Айхана, у меня вот такой вопрос. Сейчас очень модно заниматься спортом, да? Все поголовно у нас худеют, занимаются спортом. Какие процедуры им необходимо проходить? Ну вот, когда начинаешь заниматься спортом, да, активно уделяешь время для сжигания жиров, да, для уменьшения там объемов, про именно как уплотнять кожу, да, в основном забывают. Кожа в процессе похудения, да, становится рыхлой, да, теряет свою плотность, да, поэтому обязательно надо в процессе, в комплексе надо проводить процедуру, да, ухаживать за своей кожей, за телом, соответственно, еще за лицом. Поэтому есть очень хорошая процедура, которая уплотняет кожу, подтягивает, да, мы рекомендуем для тех женщин, которые занимаются спортом, и правильное питание, да, здоровое питание. Интересует чистка лица. Она есть аппаратная, механическая и комбинированная. Расскажите, пожалуйста, вот чем они отличаются друг от друга? Есть ультразвуковая чистка, да, она отличается тем, что она очищает кожу, да, от мертвых клеток, которые у молодой кожи, например, за месяц она обновляется быстрее, да, в возрасте уже люди там
уже процесс обновления уже со временем дольше становится, поэтому обязательно перед тем, как нанести какую-нибудь уходовую процедуру, надо очищать кожу. Это ультразвуковая чистка, она очень хорошо помогает. Есть еще механическая чистка, это мануальная по-другому называется. Это руками, да? Да, это нет, специально есть такая палочка, да, ложка уна называется. Специально, это уже глубокое очищение. Это подходит для тех, у кого жирная кожа, проблемная кожа, да. И есть еще комбинированная чистка, это уже сочетание ультразвуковой чистки и механической чистки. Поверхностная чистка Более получается, глубокая, да, да, получается? поверхностная и глубокая чистка. Айхана, а скажите, вот я слышала, что у вас есть такой замечательная процедура, эффект Золушки называется. Да, у нас есть такая процедура, да, она вообще, наверное, будет востребована, особенно перед Новым годом, да, все хотят выглядеть красиво, у всех начнется там корпоратив, там какие-то Да, и мероприятия. прямо вот здесь и сейчас хочу стать Да, красивой. Да, вот, перед тем, как нанести макияж, то вам не обязательном порядке надо подготовить свою кожу, да, там, когда посещаете косметолог должен определить, да, вот состояние вашей кожи, что там не хватает. Мы уже там, если у вас какая-то проблемная кожа, мы уже стараемся сделать, да, там, справиться, какие-то ваши устранить какие-то дефекты, да, есть и обезвоженная кожа или антивозрастная, процедуру проводим и сразу В общем, же надо наносим прийти и макияж. попробовать это на Да, себе. да. Спасибо большое, Айхана, что Спасибо. пришли к нам. Мы желаем вам успехов дальнейших. Многие девушки каждый день совмещают в себе много разных профессий. Она повар, когда готовит обед, горничная, когда заправляет постель, и стилист, когда собирается на работу. И вот о последнем мы хотели бы поговорить. Сегодня известный стилист московский расскажет нам, как подобрать себе модный лук. Добрый день. Здравствуйте. Саба Сабашвили, московский фэшн-стилист. Меня зовут Вика. Я бы хотела поменять свой образ. Мне он как-то в последнее время не нравится, и мне он кажется таким обычным. И хотелось бы чего-то нового. Надеюсь на вашу помощь. Давайте попробуем подобрать для вас сегодня два образа. Пусть это будет повседневный и вечерний восхитительный вариант. Повседневный образ будет подчеркивать статусность, он выглядит действительно дорого. Фасон данной юбки актуален на сегодняшний день. В случае стройных и высоких ножек длина этой юбки только будет плюсом и подчеркнет их. Вау! Действительно великолепно. Класс. Собственно, вот он наш повседневный, но, подчеркну, не скучный образ, в котором за основу мы взяли цвет гавайский ром, или же просто это один из оттенков цвета марсала. Это будет комфортно, потому что к телу мы подбирали натуральный материал. И ключевым моментом в этом образе является, конечно же, наш аксессуар, который вытягивает шейную зону и перекликается с нашей юбкой, тем самым создавая целостность и полноту образа. Платье было подобрано мной, конечно же, исходя из типа фигуры. Но еще один момент – это, конечно же, пайетки, которые входят в топ-30 трендов 2017 года, в котором наша героиня сможет действительно блистать на всех ее мероприятиях. Вау! Я, кажется, нашла свое платье на Новый год. Да, вы превзошли все мои ожидания. Это даже лучше, чем я себе представлял. Оказывается, такая длина мне очень идет. И эти блестки.
Платье самодостаточно, не требует никакого аксессуара в шейной зоне. Единственное, мы можем подчеркнуть тоненькие красивые запястья при помощи аксессуара в виде браслета, которое подходит к платью тон в тон. Мне кажется, в таком платье вы произведете впечатление на любом мероприятии. Спасибо за уделенное время. Я очень рад нашей продуктивной работе. Носите с удовольствием. Спасибо вам огромное за то, что помогли увидеть на себя с другой стороны и открыли для меня новые сочетания цветов. Теперь мы знаем, что надеть на торжество, а что подарить, я думаю, знает магазин «Камелек», который предлагает великолепную якутскую посуду. У них есть посуда к любому торжеству, будь то Новый год или свадьба. Они делают нанесение фотографий молодоженов на изысканные чароны любых размеров, принимают заказы на сувениры с фотографией, изящные бокалы, фужеры, стаканы с богатыми якутскими орнаментами. Красивые тарелочки для обручальных колец с ручной росписью, наборы керген кепсети, это чорон, женская, мужская и поднос, прокат различных чоронов, прокат набора алгыз для проведения обряда свадебной церемонии. Эта великолепная посуда украсит любое торжество. Замечательно. И еще хотела добавить, что можно заказать вот такие вот тарелочки с символом Алукмас, где вы сможете нарисовать по вашему индивидуальному заказу, вам могут нарисовать вас, ваших детей, написать имена, фамилию. Это вот символ изобилия. Мы продолжаем говорить об интересных профессиях. И сегодня я хочу пригласить молодого человека, который не боится никакой работы. Сергей Мартынов, знакомьтесь. За что бы он ни взялся, у него все получается. Сергей, добрый день. Добрый. Мы знаем, что ты очень рано начал работать. Да. Поделись с нами, с нашими телезрителями, с чего ты начал, во сколько лет и какие профессии ты освоил? Ну, самая первая моя работа, это была работа. Я собирал брошюрки у тети на работе, за это получал шоколад. Это было во 2 классе. Ничего себе. Да. Потом я закончил 9 класс и одновременно закончил музыкальную школу. И мне сказали, что отправят меня в консерваторию, это в другом городе, и ты там будешь жить один. Ну, я подумал, что надо привыкать к взрослой жизни и надо поработать. И после 9 класса я работал продавцом обуви. Ничего себе. Да, а после школы... Не попал в консерваторию? Нет, в консерваторию я не поехал, я почему-то испугался, или обувь меня напугала. В общем, я никуда не поехал, закончил школу, и после 11 класса встал выбор, куда поступать. И пока думал, пока выбирал, пока поступал, время тоже не терял. Работал грузчиком, по мне не скажешь, но я работал грузчиком. Вот. А когда уже начал учиться в университете, то это и для учебы надо было, и мне это тоже надо было в первую очередь. Я работал швейцаром. Это, наверное, такая самая интересная работа в моей жизни. Ничего себе. Да, Очень редкая. Да, очень редкая должность. Да и, по сути, я и вот мои коллеги, которые в то время работали, мы, наверное, единственные, потому что сейчас их там нет. Ну, да, я вообще не слышала, что у нас в городе Якутске где-то есть швейцары в гостиницах, да? А как ты вообще узнал об этой профессии? Откуда? У меня однокурсник уже работал там швейцаром, и в какой-то момент после первого семестра он сказал: слушай, у нас есть свободное место, приходи к нам, работа такая интересная, тем более мы учились на гостиничный бизнес. Он сказал: приходи, будет очень интересно, хорошая работа, ну и деньги платят, чаевые дают. Я подумал: ой, неплохо. Пошел работать, но работа оказалась не из легких. Тогда законы были другие, тогда мы вкалывали сутками с 9 утра до 9 утра.
Да, и, А что ну, входит в обязанности швейцара? мы встречали гостей, которые приезжали, помогали им с багажом, выполняли какие-то мелкие поручения. Если что-то надо гостю, это все, ну, тогда у нас это был швейцар, такси, ну и так далее. Нужно знание английского языка, вот, чтобы общаться с гостями? Или как? Там какие требования? Да, нужны знания английского языка, но я английский язык не знал, и, ну, в принципе, мне это не мешало, потому что все равно из телевизора, по каким-то там комиксам мы знаем все основные фразы, мы можем поздороваться, попросить багаж и проводить человека. Это, ну, все могут, мне кажется. И, ну, этих элементарных фраз мне хватало вот прям за глаза. Особо я ни с кем из гостей не разговаривал, с нами никто не разговаривал. Тогда был, ну, такой, как сказать-то, очень интересный момент, когда гости приезжают, ты первый, кто их встречает, но... Об этом мы поговорим сразу после рекламы. К сожалению, мы сейчас прерываемся, но буквально через пару минут продолжим. Вы смотрите «Город женщин». Я напоминаю, что мы говорим об интересных профессиях. У нас в гостях Сергей Мартынов. Сергей, мы закончили на том, что ты работал швейцаром, да? Это первый человек, который открывает двери гостиницы, встречает гостей. Это первый человек, ты лицо гостиницы, ты должен быть в этот момент самый приветливый, самый улыбающийся, самый такой счастливый, радостный. О чем думает швейцар в это время? Ты знаешь, я так долго стоял у дверей, что я передумал, наверное, все мысли, которые вообще можно. Это очень долгое время, когда ты стоишь, смотришь вдаль, и вот все, что в голове. Но самое главное, мне тогда надо было и учиться, и работать, и это все сказывалось, конечно. Но на учебе сказывалось? на учебе только хорошо сказывалось, потому что все мои курсовые и дипломные работы у меня тоже связаны с этой гостиницей, поэтому только хорошие впечатления. Ну, плюс еще мы были такие молодые, активные, только хорошие впечатления. Работа вообще в студенчестве, она закаляет, наверное, такой придает характер, ведь ты не просто ходишь на учебу и там как хочешь распоряжаешься своим временем, ты должен ответственно подходить к этому делу, ты должен быть на работе вовремя, на учебе должен быть вовремя, должен все успеть, и, ну, это, наверное, самое главное. Ты должен контролировать, да, расставлять как-то свои приоритеты, да, и график работы. Да, и график работы, график жизни но нам удавалось и поработать, и поучиться, и у меня не было на учебе никогда завалов, и погулять нам всегда удавалось. Поэтому... Это, наверное, научила тебя распоряжаться деньгами? И деньгами тоже, ведь за учебу я платил сам, я учился на коммерческом отделении, поэтому, ну, это и сподвигло меня, собственно, к работе. За учебу я платил, за все, что было вокруг меня, я платил, ничего мне бесплатно не доставалось, и никто мне, ну, вот деньгами мне никто не помогал. Помогали советом, там, дружеским рукопожатием, да, все говорили, вот, молодец, но кто-то говорил, ой, ты что, типа швейцар, ничего получше не нашел, что ли? Или это все, на что ты способен? Ну, нет. Но тогда мне было удобно. И это была, ну, такая ступенька, да? Да? Я знаю, что ты дальше работал и администратором, да? И... Да, потом меня повысили, я встал за стойку администратора, и это уже совсем другая история. Там тоже интересно, и там больше общения с людьми. То есть, если я был швейцаром и был просто тенью, то здесь уже я был... Я еще забыла спросить, как реагировали люди наши? Вот у нас же местные. народ не привык, да, что им там открывают двери или еще что-то. Наши местные жители как реагировали на швейцаров? Первое время, это, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. И первое время гости, которые приходили, все говорили, ой, ничего себе, какой у вас сервис, как у вас здесь хорошо. А потом, когда ты вдруг кого-то пропускаешь, и человек заходит сам, и ты не успеваешь с ним поздороваться, кто-то подходил и говорил, а чем вы здесь занимаетесь? Собственно, почему вы не работаете? Я захожу, а вас нет. И, ну вот, да, были и такие моменты. А работа была посменная?
Да, работа была сменная, но я говорю, тогда были другие законы. Тогда мы работали сутками, мы к утру были просто измотаны. Я знаю, да, что вы потом были главным редактором. И Я- сейчас... Не главным редактором, да, а... Ведущим. Ну, ведущим, Руководителем издательского дома, да? издательского в дома. издательском доме я был начальником отдела маркетинга. Вот, и дальше у вас теперь свое дело. И какие вот из всех вот этих профессий, да, которые встречались на вашем жизненном пути, какие навыки пригодились вам, чтобы, как руководителю? Как руководителю мне пригодилось абсолютно все. Я в свои годы попробовал совершенно разные профессии. Это профессии, ну, они немножко близкие, но в то же время они очень разные. Они требуют совершенно разных качеств и разного подхода к себе. Поэтому все, что в жизни я накопил, я применяю сейчас, и в своем деле я применяю сейчас. Опыт большой, жизненный, дает общение с людьми. Когда ты непосредственно общаешься с человеком. Да, и молодым людям, которые вот студенты, да, какие-то, может быть, советы, чтобы они там не боялись. Молодым людям, вот работать. это самый такой возраст, когда тебе кажется, что все на тебя смотрят, и тебе немножко неудобно, стеснительно, волнительно. Ну нет, на самом деле нет. Если ты хочешь что-то делать, то ты должен идти и делать. Если тебе это надо делать, ты должен собрать себя, сказать, ну, надо, встать и делать. Иначе без такого самоконтроля, иначе ничего не получится. И не бояться никакой Не бояться, не надо работы. слушать никого, не надо слушать, что тебя там кто-то может и словом обидеть или как-то еще. Нет, только ты есть, и надо к этому идти. Спасибо большое, Сергей, за Спасибо. столь интересную беседу. Я думаю, у тебя впереди еще много-много планов, и Да, желаю тебе успехов. спасибо. Мы сотрудничаем с людьми с разных городов России. И сегодня мы получаем много пожеланий и предложений. Сегодня наш корреспондент из Удмуртии Марина Дорофеева поделится с нами, дорогие телезрители, как сделать вкуснейшие маффины, которые не повлияют на вашу фигуру. Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем потрясающие, вкусные, насыщенные шоколадные маффины. Но не пугайтесь, они ни капли не навредят вашей фигуре, а только подарят кучу здоровья и хорошего настроения вам и вашим близким. Для того, чтобы маффины были полезными, нужно выбирать правильную муку. Для этих маффинов я выбрала цельнозерновую пшеничную муку, кукурузную и рисовую. Следующий продукт – это натуральный горький какао, который богат своими антиоксидантами, и как раз таки этот какао и придаст шоколадный вкус нашим маффинам. Для того, чтобы получить достаточно тонкий вкус, нужно добавить 1 чайную ложечку мускатного ореха и соду, гашеную уксусом. Я использую сегодня бельгийский темный шоколад, потому что он вкусный и полезный. И еще он даст очень нужную нам консистенцию внутри маффинов. Из жидких компонентов что нам потребуется? 1 яйцо, масло растительное. Сегодня это обычный натуральный йогурт без добавок. И в качестве подсластителя я выбрала сироп топинамбура. Это также может быть любой подсластитель типа стевии, фит-парада. Для того, чтобы получить маффины вот с этой влажной структурой, такие, какие мы любим, нам нужно отдельно замешать все сухие компоненты и отдельно замешать все влажные компоненты, так их назовем сегодня. Поэтому давайте приступим к сухим. Какао можете добавлять на свое усмотрение в зависимости от того, насколько шоколадные кексы вы хотите получить в итоге. Я люблю очень шоколадный, насыщенный вкус кексов, поэтому у меня здесь примерно 70 грамм. Так как мы добавили масло в тесто, можно не смазывать нашу форму. Дальше у нас идет натуральный йогурт. И самый главный компонент – это подсластитель, это сироп топинамбура. Не стоит пугаться его, он действительно очень сладкий, но при этом очень полезный. Мы берем соду, вот у меня тут осталось немножко, гасим ее уксусом и добавляем в тесто. У нас получаются 2 тарелки с сухими компонентами и с жидкими. Сейчас наша задача их смешать, но здесь мы убираем наш перфекционизм. До однородной консистенции доводить это не нужно. Мы замешали такое вот тесто у нас получилось, безумно шоколадное, уже прям так можно его кушать. Поставили нашу плиту на 180 градусов, она у нас прогревается. Мы используем такие формочки, берем ложку
И как делаю я? Вы можете, в принципе, взять эту шоколадную крошку и замешать ее в тесто. Я люблю, когда в маффинах есть жидкая начинка внутри. Поэтому я беру ложку, выкладываю в форму. Сначала по ложке. Теперь мы берем наш бельгийский темный шоколад и добавляем горсточку в самую серединку. Орехи все-таки я положу в тесто, верхний слой. Так, немножечко промешаем. Вот мы добавляем еще по одной ложке уже с орехами. И сверху можно добавить еще шоколада. И остатки теста мы раскладываем по верхушкам. И плюс этих маффинов в том, что выпекаются они совсем недолго, всего 15 минут. Все, мы их расфасовали по формам, и теперь мы будем их запекать. Итак, мы берем наши маффины и ставим их в печку. И ждем буквально 15 минут. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Итак, буквально минутку надо оставить, чтобы маффины немножечко отдохнули, выдохнули, что они уже у нас готовы. Но вы только посмотрите, шоколад немножечко расплавился, он стал еще вкуснее, чем он был до этого. Орехи очень пропеклось, вот эта вот сверху корочка получилась просто божественная. Ну что, вот такие маффины у нас получились. Ставим чайник, все к столу, приятного аппетита и хорошего шоколадного всем дня. Как это было вкусно, да? А дальше с Мариной мы будем сотрудничать. Она пришлет еще нам очень много сюжетов. В связи с возросшими социальными запросами общества возникла необходимость в узких специалистах. Таким образом, появилась буквально десятилетия назад такая специализация, как арт-директор. Что это, кто это, чем занимается арт-директор, мы попробуем выяснить у Алии Габышевой, арт-директора культурно-досугового центра «Европа». Алия, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, девочки. Спасибо за приглашение. В первую очередь, у вас тут очень уютненько. Спасибо, что пришли. И вот первый вопрос. Кто такой арт-директор? Где этому учат и что он делает? На самом деле, хочется сказать, что как таковой, нигде не учат, быть арт-директором именно. Потому что арт-директор это должен быть очень многогранный человек, который шел к этому, я думаю, что долгое время. То есть просто заканчиваешь вуз и становишься арт-директором, конечно, такого не бывает. Я, например, в прошлом маркетолог, рекламист, образование у меня совсем другое. Кстати, очень известный маркетолог-рекламист. Спасибо большое. Образование у меня английский язык, то есть я фиашница, то есть абсолютно все разное. Я к этому шла относительно долго, то есть я долгое время работала маркетологом, рекламистом, пиарщиком. И, конечно же, где-то в своей работе я организовывала мероприятия какие-то и постепенно пришла к Европе. А как давно вы пришли в клубную индустрию? Пошел второй год, 1,5 года точно есть. Вы делаете фирменные вечеринки, да, или каждый раз что-то новое? Нет, каждый раз нужно что-то новое, потому что можно и делать фирменные, в принципе, но для того, чтобы людей удивлять, чтобы каждый раз им захотелось прийти, посмотреть, увидеть, отдохнуть, нужно, конечно, придумывать лучше новые Откуда вечеринки. черпаете вдохновение? Ведь это так сложно каждый раз что-то придумать. На самом деле, сейчас, у меня вообще очень хорошая команда, я хочу подчеркнуть, и мне очень нравится именно работа в Европе, потому что и коллектив очень хороший, начальство такое лояльное, и у меня арт-группа, она очень креативная, то есть я не одна. Это мне очень повезло в этом плане, у меня есть помощники, у меня есть рекламный менеджер, дизайнер, у меня есть арт-менеджер, поэтому у нас по понедельникам бывают такие мозговые штурмы. Алия, мы продолжим сразу после рекламы. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин». Сегодня у нас в гостях арт-директор ночного клуба культурно-досугового центра «Европа» Алия Габышева. Алия, мы знаем, что вы не раз приглашали звезд российской эстрады.
как вы на них выходите? Вот я, допустим, не могу же просто позвонить: здравствуйте, я такой-то, такой-то, приезжайте к нам в гости. Ну, да, есть такой момент. То, что я работаю в Европе арт-директором, это большой плюс, потому что Европа уже давно зарекомендовала себя как, знают ее все. Сразу звонишь и говоришь: я с КДЦ Европа Клуб, город Якутск, и все, Вы как, легко идут на агентам, да, контакт. звоните? Или? Да, у нас есть, допустим, какие-то определенные люди, с которыми мы работаем постоянно. То есть букинг-агенты, они могут работать одновременно с несколькими артистами, поэтому как-то легче. Допустим, я звоню своим знакомым букинг-агентам и говорю: я хочу, мы хотим такого-то артиста привести, и уже как бы он может на кого-то вывести, либо он сам может поработать. А вот что является решающим фактором для звезд, которые вот все-таки приезжают к нам в Якутию? Это на самом деле очень большая аналитика, потому что мы, прежде чем кого-то привозить, очень-очень много анализируем. Конечно, стараемся выбирать тех, кто в тренде, самые оптимальные варианты, кто нравится нашей аудитории и так далее. Связываемся, соответственно, узнаем про райдер, потому что это тоже очень важно. Райдеры, у кого самые такие жесткие требования, может быть, какие-то необычные? Необычные требования бывают, конечно, бывают и такие требования. Например? Например, особенно самый сложный райдер у блэкстаровцев бывает, потому что у них очень завышенный райдер, и артист может, допустим, сказать... например, что они просят? Принесите мне в номер игровую приставку. Либо я прямо сейчас хочу массаж. Бывают очень разные требования, бывают очень специфичные артисты. У нас приезжали разные артисты. Какую-то еду, может быть, они необычную хотят или еще что-то, чтобы у них там был суперстилист какой-то. Едой, к счастью, удивить мы можем. На собачьей упряжке только. Едой, к счастью, мы удивить можем, поэтому как-то тут таких не бывало пожеланий, что я прям хочу что-то такое, что может быть интереснее нашей еды. Наоборот, наша еда очень многих как-то удивляет. А вот как они соглашаются? Ведь у вас площадка небольшая. Нет, это не стадион, не концертный зал. Они же ведь только конечно, к вам не приезжают. стадион, но у нас танцпол достаточно вместительный, он вмещает до 1500 человек. Какие ближайшие планы? Что подарите нашим? Как раз-таки завтра у нас в КДЦ пройдет мастер-класс Надежды Грановская-Мейхер. И ночное выступление тоже будет, клубное. Она будет петь все хиты, золотые хиты золотого состава Viagra. Здорово. Поэтому всех ждем. То есть сначала будет семинар днем, а потом вечером будет концерт, да? А у нее что-то было интересное в райдере? У Надежды, достаточно интересный, конечно, райдер, но как понаслышке тоже я знаю, что Надежда очень лояльный человек и спокойный, поэтому у нее соответствующий такой спокойный, хороший райдер. И с ее букинг-агентом, директором, всегда легко договориться и найти какой-то компромисс. В этот раз она что-нибудь захотела? Массаж. Массаж? Обязательные визажисты и перед дневным, и перед ночным. Это, в принципе, стандартно, это не столь странно. Спасибо большое, Алия, за очень интересную беседу. Спасибо вам. Есть еще такая профессия travel-блогер. Это человек, который путешествует и рассказывает о всем, что он видел и слышал. Наша коллега Ольга Куликова сегодня поведает, как сделать профессиональные фотографии в путешествиях. Привет, город женщин! И это я, Ольга Куликова, travel-блогер. И сегодня мы с вами поговорим про travel-фотографию. Помните пленочные фотоаппараты, где было всего 36 кадров, и нам приходилось каждый раз думать, чтобы потратить его с умом? Сейчас же наши фотоальбомы измеряются не в килограммах, а в мегабайтах, и все фотокарточки хранятся в Инстаграм. И именно поэтому мы сегодня поговорим, как сделать красивый и качественный снимок для вашей социальной сети. Уверена, каждый из вас хочется привести из путешествия незабываемые и яркие фотокарточки. Поэтому сегодня я вам дам несколько советов, как сделать их незабываемыми. Просыпайтесь пораньше.
Лучшие кадры получаются при естественном освещении, но в то же время желательно, чтобы свет был мягким. Для этого идеально подходят утренние и вечерние часы, когда солнце не в зените. Еще один аргумент в пользу раннего подъема. Даже в популярные туристические места люди в основном приходят после завтрака. Встаньте на рассвете и сможете сфотографироваться на пустынном пляже или на красивой дороге без машин. Забудьте про скромность. Почувствуй себя свободным и озорным ребенком. Залезай на деревья, карабкайся на камни, стой на голове. Во-первых, это весело само по себе, а во-вторых, это гораздо интереснее, чем просто фото на фоне достопримечательностей. Ищи интересные текстуры и яркие цвета. Когда хочется поделиться своим красивым выходным нарядом и широкой улыбкой, однотонный минималистичный фон не отвлечет на себя внимание, а подчеркнет вашу персону. Особенно классно смотрятся снимки на фоне ярких стен, цветущих живых изгородей или плитки с повторяющимися замысловатыми узорами. Смотри по сторонам, заходи в неприметные закоулки и исследуй город. Забирайся повыше. Самые захватывающие виды открываются перед глазами, когда вы забираетесь повыше, и обозревайте бескрайние пейзажи, будь то горы, море, фьорды или пустыни. Чтобы передать на снимке глубину и мощь производимого местом впечатления, есть простое правило – природа большая, а человек маленький. Смотреть в кадр совершенно не обязательно, а даже наоборот, лучше взглядом и всем сердцем устремиться в бесконечно далекий горизонт. Делай много снимков. Если вы и ваши попутчики не обладаете даром фотографирования, просто делайте много кадров, чтобы было из чего выбрать. Быстренько посмотрите получившиеся снимки, не уходя далеко от места. Вдруг до идеальной фотографии вам не хватает небольшого поворота головы или одного шага в сторону. Будет очень жаль обнаружить это вечером в отеле. Надеюсь, вам понравились мои советы, и в ближайшем путешествии вы обязательно их используете. А на этом все. До встречи. Пока-пока. Мы теперь знаем, как сделать красивые фотографии, а Юлиана уже сделала красивый подарок. Посмотрите, какой праздничный новогодний ананас у нас получился. Его можно поставить на новогодний стол, он сразу привлечет внимание своей оригинальностью. В центре стола, если вы поставите на вашем празднике, все гости смогут попробовать это лакомство. Также таким же способом вы сможете украсить и новогодний шар, заготовку из пенопласта можно взять и обклеить ее тоже конфетами, либо же взять конус, обклеить его тоже конфетами, получится в виде елочки. Или же сделать топиарий. Это такое необычное дерево, которое стоит в горшочке. То есть можно по-разному использовать конфеты. И самое главное, что они вот легко снимаются. Да, а еще вот я хотела рассказать, что можно украсить бутылки с напитками в свадебном стиле, в национальном: невеста, жених и также красивые бокалы, которые украсят ваш праздник. А сейчас я предлагаю посмотреть новости из мира Инстаграм. Недавно в социальной сети появились эксклюзивные кадры со съемок нового клипа певицы Сахая, с которыми она поделилась на своей странице в Инстаграме. Примадонна якутской эстрады приготовила для поклонников лиричную и очень чувственную композицию. Другая известная исполнительница поделилась со своими подписчиками очень хорошей новостью, рассказав о том, что ждет рождения третьего ребенка. Искренне поздравляем любимицу публики Дарью Лаврову. В это время во всемирной паутине идет бурное обсуждение новоявленной мисс мира, которой стала 20-летняя представительница из Индии. Россия же в этом конкурсе вошла в топ-10. Полина Попова с честью выступила на всех этапах, с достоинством представив нашу страну. А титулованные красавицы Якутии Лидия Гасанбалаева и Анжелика Назарова заставили трепетать сердца многих. Скоро мы увидим их совместную фотосессию, а пока их фотографии собирают огромное количество лайков и добавляют девушкам подписчиков.
Якутяне задвинули зарубежных исполнителей на второй план. Сегодня в топе новостей группа Snow Voice. Недавно прошла их встреча с фанатами, которая была посвящена году их творчества. Пришло огромное количество поклонниц. Пробраться к звездам удавалось не каждой. Галина Виноград впервые вышла на сцену после рождения малыша. Певица в прекрасной форме и готова достигать новых творческих высот. Радости материнства познает и другая исполнительница Умсура, которая также не так давно вышла в свет. Фотография 86-летней бабушки, которая с увлечением наносит макияж, заставили умиляться многих пользователей Инстаграма и послужили стимулом для женщин. Все-таки действительно за собой нужно следить в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Для того, чтобы выбрать профессию, необходимо прежде всего познать себя. Главное, чтобы выбор этот был интересен именно вам. Важно осознать, есть ли у тебя способности, соответствующие профессионально важным качествам. В ситуации сомнения выбирайте ту профессию, где ваши способности будут максимально реализованы. А в этой деятельности вы добьетесь наибольших успехов. И сегодня у нас необычный день. Сегодня день рождения у нашей Саргыланы, ведущей рубрики «Полезный Инстаграм». Мы поздравляем ее с днем рождения и желаем не останавливаться на достигнутом. Чтобы ее СММ-агентство развивалось, а также семейного благополучия. Кому-то сегодняшние наши профессии покажутся обычными, но мы постарались раскрыть в каждой свою изюминку. Мы желаем вам всего доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.